Темой для этого сюжета стал видеоролик, распространенный в интернете на самых популярных сайтах. На видео запечатлено, как молодые люди, говорящие на кыргызском языке, в одном из переулков Москвы, раздев девушки до ноготы, тоже изъясняющуюся на кыргызском, в буквальном смысле допрашивают. По разговору стало понятно, что молодые люди обвиняют девушку в том, что она якобы встречается в кафе с человеком не кыргызской национальности. Во время допроса джигиты называют себя патриотами кыргызских мигрантов в Москве. Судьба девушки из видеоролика неизвестна. Кто она, кто ее допрашивал, кто является автором ролика. Вопросов больше, чем ответов. И с кем она гуляет, и с кем дружит, и кого любит. Это ее право. Между тем, омбудсмен Турсунбек Акун называет подобные действия никак не иначе, как варварскими. А мигранты, которые нарушают все права человека, должны быть привлечены к уголовной ответственности по российским законам. Я видел очень много девушек, кыргызских девушек, которые работают в офисе, работают на заводе. А те, которые уезжают неподготовленные, не имея документа или как-то неподготовленные уезжают, морально неподготовленные, конечно, они приезжают, попадают в нехорошие среды, потому что у них нет поддержки. Ежегодно на заработки в Российскую Федерацию уезжают около 500 тысяч кыргызских мигрантов. Из них 40% составляют женщины в возрасте от 16 до 35 лет. 350 тысяч граждан зарегистрированы на миграционном учете. Из этих 350 тысяч где-то порядка 120-150 тысяч получили разрешение на работу. На законном основании они там трудятся. Остальное количество как бы статус неопределенный. В посольстве Кыргызстана в Российской Федерации отмечают, что в России появились группировки, называющимися себя патриотами Кыргызстана. Их деятельность ограничивается лишь слежкой за девушками-соотечественницами, которые встречаются с парнями других национальностей. Да, мы слышали, когда мы работаем с мигрантами, общаемся, слышим такое мнение среди мигрантов, среди кыргызов. Они говорят, они обижены, то есть наши девушки же ходят, значит, дружат с другими нациями. Это нас тревожит, говорят, это нас обижает. Но такие мнения мы слышали, но факты на сегодняшний день ни одно заявление официально не поступило. А тем временем в Твиттере и других социальных сетях разгорелась жаркая дискуссия на предмет того, что кыргызские мигранты не имеют права так поступать с кыргызскими девушками. Напротив, должны оберегать и облегчать их непростую жизнь на чужбине. Запугиванием вы ничего не добьетесь. Никто из этих парней не имеет права допрашивать девушек. Они ссылаются на то, что некоторые девушки ведут свободный образ жизни и, веря слухам, действуют неправомерно. Если кыргызские парни считают себя защитниками, они не должны так относиться к своим соотечественницам. Все это происходит из-за узколобости таких людей. Поэтому нужно вести работу с подобными группировками. Это варварство. Когда-нибудь за это виновные должны понести наказание. Самое печальное, что эти ребята могут оказаться в руках правоохранительных органов России, и их судьба может измениться не в лучшую сторону. Сайкал Султанкулова, Руслан Сабатаров, Общественный, Первый канал.